Как известно, с 1 августа были сняты все ограничения на пересечение абхазо-российской границы. По словам замначальника погранотряда СГБ Абхазии Рудольфа Цыба, за этот период в республику заехало до 200 тысяч человек из России и до 500 человек из Грузии. За первые сутки у нас пересекло государственную границу 8 тысяч человек. Со 2 по 3 число 21 тысяча. Далее до 28 тысяч. И в среднем у нас получается, что каждый день государственную границу пересекают именно к нам до 30 тысяч человек. В случае появления у туристов симптомов заболевания абхазскими медиками выработан определенный план действий, включающий обязательное тестирование на COVID-19. При подтвержденном диагнозе будет решаться вопрос о дальнейшей госпитализации пациента в России. Для доставки заболевших будут отработаны специальные пути маршрутизации. Однако, как отметила начальник лечебного управления Минздрава Саида Делба, в случае легкого или бессимптомного течения болезни турист, вероятнее всего, останется в Абхазии в режиме двухнедельной изоляции. Министерство здравоохранения Краснодарского края издало приказ, в котором определена четкая маршрутизация. Этот документ будет буквально вот на днях уже у нас. При необходимости, будут госпитализировать в Сочи. Но сейчас обговаривается маршрутизация в каком вопросе, в каком ключе, кто будет довозить их до больницы. Это их скорые будут приезжать или наши их будут туда довозить. Но то, что этих пациентов будет принимать Россия, и самое еще важное, что при необходимости и наших пациентов тоже будет принимать Россия. Это тоже обговорено. Саида Делба также сообщила, что в ближайшее время в Абхазию поступит гуманитарная помощь из России. Около 5000 тест-систем на коронавирусную инфекцию. Кроме того, ожидается приезд команды специалистов. В субботу вечером приезжает 6 человек под руководством профессора Поповой из института имени Сеченова. Приезжают реаниматологи, инфекционисты, терапевты, которые приедут в наш ковидный центр, посмотрят, анализируют ситуацию и по необходимости, с учетом того, какой у нас поток больных, будут нам помогать со специалистами необходимых. Это, реаниматологи, инфекционисты и терапевты. На данный момент в Гудаутском ковидном центре проходит лечение 40 пациентов, 5 из которых – дети. Эсма Гуланзе, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.